Мини-3D-томограф для научно-исследовательского геолого-разведочного предприятия купила компания «Алроса». Он позволит уменьшить затраты и ошибки, возникающие при описании и изучении морфологии алмазов, а также значительно сократит время на их исследование, что ускорит открытие новых и перспективных месторождений. Роман Муконин продолжит. Алмазная лаборатория научно-исследовательского геологоразведочного предприятия компании «Алроса» известна своим современным оборудованием. Но с тех пор, как здесь появился мини-3D-томограф, лаборатория вышла на один уровень с ведущими исследовательскими предприятиями России. Ведь подобные устройства есть только в 3 городах страны, а теперь еще и в Мирном. В этом инновационном мини-томографе имеется камера разрешением 11 мегапикселей, которая позволяет увидеть внутреннюю структуру алмаза. Помимо этого, мы можем изучить внутреннее содержание куска кимберлитовой руды, не разрушая его. Выбор на эту бельгийскую фирму выпал не случайно. Ее аппарат, кстати, разработка русского ученого, намного мощнее, чем у конкурентов. Он способен показывать внутреннее строение любого биологического или физического объекта. Но ученых НИГП в первую очередь интересует создание трехмерных изображений алмазов, где будут видны любые вкрапления. Полный анализ структуры занимает порядка 2 часов, при этом у вас есть вся карта плотности вашего образца, и у вас есть вся информация о особенностях данной структуры, о морфометрических параметрах, то есть численно вы можете посчитать все компоненты, которые входят в ваш объект. Мини-томограф может не только моделировать строение объектов, но и определять состав любых веществ, находящихся внутри, что открывает большие возможности по его использованию в любых областях. К примеру, можно определять состав и прочность стройматериалов или выявлять контрафактные лекарства. Вы можете не только давать образец, но еще четко сказать, какие в нем дефекты. Существует множество программ, которые позволяют вписать возможные бриллианты в ваш образец. Это значит, что сильно увеличиваете стоимость будущих бриллиантов. Если аппарат покажет положительные результаты в поиске новых месторождений, подобное оборудование окажется у геологов на передовой, то есть в полевых условиях, где идет разведочное бурение, что на месте поможет определять наличие в кернах алмазоносного кимберлита.